Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, я совсем скоро их представлю. Наш эфир приурочен и посвящен дате, празднику 23 февраля, Дню защитника Отечества. И сегодня мы будем говорить о тех, кто защищает Россию, и о тех, кто кует победу в тылу. Именно поэтому в нашей студии сегодня объединение «Добровольцы», волонтеры, руководитель. И я хочу представить своих гостей. Начну, наверное, с руководителя, со Светланы Ильиничны Архипченко. Светлана, вас, во-первых, с приездом. Вы только что приехали из командировки. И это очень круто, я смотрела ваши статусы, вы просто большая молодец. Итак, Светлана Ильинична Архипченко, руководитель общественного объединения «Добровольцы». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию вместе с вашими соратниками и коллегами. Елизавета Эдуардовна Егорова сегодня в нашей студии. Вы волонтер объединения «Добровольцы». Также сегодня с нами Анна Юрьевна Лобанова. Анна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Волонтер объединения «Добровольцы». И Евгения Николаевна Сметанина, главный специалист социального фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Евгения Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елизавета Эдуардовна тоже здравствуйте. Забыла поздороваться. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Я очень рада, что мы именно сегодня выходим в преддверии праздника. И, пожалуйста, расскажите о том, чем занимается объединение «Добровольцы» на сегодня. Какие вопросы самые глобальные, что решаемо, какие проблемы? Пожалуйста, кто начнет? Может быть, Светлана Ильинична, вы, как руководитель? Да, мы, занимаемся с мая 23 года. Мы волонтеры, помощь ребятам, которые находятся на СВО, помощь военнослужащим, также семьям. Мы занимаемся, у нас производство, изготовлением маскировочных сетей. У нас есть также швейный цех. И на сегодняшний день у нас 67 филиалов, и еще один филиал у нас в городе Белгород. Вы как раз из этого города сейчас и приехали, недавно были там. Да, я 14 декабря улетела на 2 недели, и так в итоге получилось, что я там была 2 месяца. Я работала на опорном пункте в городе Новоазовск, также я была в нашем филиале в Белгороде 2 раза, в Курске мы были, то есть мы как раз перед Новым годом было очень много посылок, республика и неравнодушные жители, всех волонтерские движения отправили на Новый год ребятам посылки индивидуальные, также это всех организаций. Также отправили холод, это то есть мясо, рыбу, колбасы. То есть это было преимущество, и мы развозили по ребятам посылки. Также была в Белгороде, то есть посмотрела, как вообще, что там, как это делается, как вообще это развозят. Расскажите нам, нас же смотрят те, кто просто об этом знают, очень поверхностно. Как это все происходит? С какими рисками вы сталкиваетесь, когда вы отправляетесь в такую командировку? Смотрите, какая ситуация. Я думала, что мы все собрали, гуманитарную помощь. Это так тяжело собрать денежные средства, эту всю гуманитарку оформить. И все, вроде мы все отправили фурами, да, то есть республика предоставляет такую возможность. Но когда приходит туда фура, это на самом деле это самый ответственный момент. Это очень тяжело. Там столько работают ребят-опорников на опорном пункте. Это надо... Это тоже волонтеры все работают? Это волонтеры, да, от республики. Отпорно получается, все это загружается по направлениям, да, по воинским частям, по полигонам, и все это в срочном порядке развозят. Особенно был, когда холод, то есть чтобы не испортились там караси, мясо и так далее. И это очень сложно. Я бы, наверное, не смогла бы там работать на опорном пункте. И как это наши опорники делают. То есть там в Новоазовске руководитель Саранцев Олег Юрьевич во главе с Игорем Поповым. То есть они всем этим руководят. То есть это большой такой труд, это большая команда, это ребята там развозят по направлениям. Это не один человек едет в это направление. Это тоже большие риски. То есть ребята... когда пришли фуры перед Новым годом, ребята уже в 5 утра они уже уезжали. Уже по направлениям, возвращались поздно вечером. Потом у них опять планерка вечером, они обсуждают на следующий день план
на следующий день все загружают, все машины рано утром выезжают. И это далеко не безопасно. А вы приехали, чтобы эту работу курировать, чтобы смотреть, что Я все. хотела, да, как бы я приехала посмотреть, как это все перед Новым годом, всю гуманитарку своим ребятам лично раздать. И также я хотела, конечно, была основная, чтобы съездить в Белгород, посмотреть наш опорный пункт. Там, у нас там филиал, получается, мы там швейный цех, и у нас там 2 места. И, получается, мы открыли там опорный пункт. Не опорный пункт, а наши опорники могут там оставлять посылки. То есть ребята военнослужащие, да, лично, если мы там не довезли, то есть Курск, Белгород, это довольно-таки далеко отходится от Новоазовска, и мы можем оставить там, ребята, когда выходят с боевого задания, они могут приехать и забрать. Тем более у нас очень удобное расположение прямо в центре. И вот опорники нам дали, значит, полки, где вот можем складировать. Также они привезли для холодных посылок ларь, холодильник, и там все можно оставить. Также ребята приезжают, и там Белгородская вот, область тоже они приезжают, забирают. Это один из филиалов. Да, один из филиалов. Да. И вот у нас, как Светлана сказала, у нас 67 филиалов. Анна, расскажите, пожалуйста, о филиалах наших. Наше движение работает уже 3-й год, и за эти 3 года у нас открылось 67 филиалов. До Нового года у нас 50 с лишним было, а сейчас уже на сегодняшний день 67 филиалов. Это филиалы не только в городе Якутске, а по всей республике. У нас очень много районов есть. И в том числе, вот как Светлана сказала, у нас еще и в Белгороде очень нужный филиал тоже. Там и шьют, и тоже разводят. Ну, как сказали, да. У нас есть швейные цеха. В Жатае 3 филиала очень мощно работают тоже. В Алекминском районе тоже пошивочный цех есть. Там шьют. В Вилюйске есть. В Тампонском районе, в Черепче 4 филиала. В Усть-Алданском районе, в Мигно-Кангаласском районе. В Алданском тоже недавно открылось, да. Очень отрадно, что люди присоединяются к нам, потому что у нас заказов очень много. Прямо, и маскировочные сети, они как бы, востребованы очень. Да, очень востребованы, важны. И как бы они, ненадолго они... Расходный материал. Да, расходный материал, поэтому нуждаются всегда. К вам присоединяются не только люди, но и организации. Да. Вот, Евгения Николаевна, ваш социальный фонд Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, в чем сотрудничество заключается с объединением добровольцев? Потому что, конечно же, наше отделение социального фонда России по Республике Саха-Якутия не могло, конечно, остаться в стороне. И под руководством Марины Евгеньевны Герман мы все-таки поддержали сразу же, как нам предложили, республиканское волонтерское движение «Добровольцы». Вот, например, отделение у нас активно, мы проводим работу по поддержке СВО, и в основном плетем сети у себя. У нас в 3 есть 3 административных здания, и в этих 3 административных зданиях мы плетем сети. У нас прямо там стоят станки, и люди, сотрудники наши, в свое рабочее свободное время, не в рабочее, а именно в свободное время, во время обеда, может быть, с утра, можно вечером. Вот мы все этим занимаемся. Помимо этого, как бы собираются денежные средства у нас обязательно, это на оплату тех же, на покупку, приобретение, например, сетей. Они очень молодцы, большие СПРовцы. И постоянно собирают деньги на покупку гуманитарной помощи, очень активные везде, во всех наших благотворительных концертах, участвуют очень активно. И по плетению сетей, наверное, они чуть ли не на 1-м месте. Молодцы большие. Да. Окопные свечи мы, например, как бы тоже для бойцов изготавливаем. Транспорт предоставляется от нашей организации. Транспорт, Социальный фонд России, они нам предоставляют транспорт, потому что у нас же очень много филиалов, и нужно развести расходный материал, и нам, конечно, никогда не отказывают. А тем более у нас раз в неделю у нас всегда идет гуманитарная помощь, то есть это нужно довести до базы МЧС.
Елизавета Эдуардовна, вы очень скромно, я знаю, что вы уже очень много лет плетете сети в стенах НВК и точно так же собираете и финансовую помощь, и гуманитарную помощь для бойцов СВО. Да, вот мы примкнули к добровольцам в 23 году. Вот как они вывесили даже плакаты. Да, знаете как, вот мы начинали, мы 5 начинали, да, я думала, что мы так вот будем 5 человек вот плести, думаю, ну, в принципе, 100 штук сетей, думаю, ну все, мы закроем весь фронт. Тем более это было в мае, и мы так думали, что, ну, осенью все это закончится, да, и в итоге сделали растяжку, просто растяжку повесили, где Каролинка 6. И по этой растяжке нам пришли очень много вот таких организаций, людей неравнодушных. Социальный фонд России, Марина Евгеньевна, я говорит, мимо бежала, там вас увидел. Вы тоже нас, ваш муж, да, по-моему, увидел эту растяжку. То есть вот бывало у меня вот такие вот безвыходные ситуации, когда нужно вот собрать какие-то определенную сумму денежных средств. И вот я помню так хорошо, когда семья Абрамова пришли, такая красивая молодая пара, я думаю, ну, наверное, супруга с военнослужащим, да, мы как раз только начинали шить абонирование, и я сначала не поняла, что им надо, это как говорю, они говорят, здравствуйте, говорят, вот мы хотели помочь, а я поняла, что им нужно помочь. И такая спрашиваю, какой у вас размер одежды? Он такой, да нет, мы хотели вам помочь. А я вот прям сижу, у меня вот швейный цех, вот закончился материал, мне нужно было срочно купить флис. И они говорят, мы хотели вам помочь денежными средствами. Я думаю, сказать, вот если я заберу эти деньги, да, как бы люди, подумают, мало ли, куда мы можем их, да, истратить. Я говорю, знаете, вот такая ситуация, вы могли бы вот поехать у нас на оптовку, да, вот закупить этот флис и отвезти в наш швейный цех, чтобы люди видели вот работу, да. И они так и сделали, то есть у них там есть транспортное средство, они поехали, все это закупили. И как бы отвезли, посмотрели. И теперь уже на постоянной основе они нам помогают и как бы сами участвуют. И сам Константин, вот когда бывает, что мне вот пришел груз, и у нас нет возможности в выходной день, то есть они сами приезжают, мы на терминале получаем этот груз, он сам таскает, помогает. То есть тоже сейчас семейная эта пара перед Новым годом помогли военнослужащим, купили строительные инструменты. Вот это очень хорошо, что вы такие примеры рассказываете из жизни, вот прям побольше таких примеров. Да, и вот по этой растяжке я вот тоже как бы вот советую всем волонтерским движениям, чтобы вот эти растяжки работали. На виду, чтобы они да, были, что они чтобы были на виду, видели. там прямо напишем. Мы же вот там шьем, там изготавливаем эти сети, но помимо этого мы собираем гуманитарную помощь. Люди идут и смотрят опорный пункт, да, собирают, они приходят, они смотрят, они также могут участвовать в сборе этих посылок, да, они видят наши отчеты, то есть, ну, как бы... Не просто дайте денег, да. Да, вот не дайте деньги. нужен вот, материал, знаете, поедете, да, купите, также вот у меня тоже да. юрист мимо ехал, где-то живет в нашем районе, тоже так же прямой приехал, говорит, чем говорит, я вам могу помочь, пожалуйста, оплатите вот там напрямую нам или что-то, придите, принесите. И вот тоже это стали вот так мы как бы, потом это уже, понимаете, вот волонтерство чем, это уже становится как семья. Да, и вот мы там все общаемся, мы уже как такая большая вот волонтерская семья. Да. Вот, Елизавета Эдуардовна, я просто вас представила только как волонтера, вы еще являетесь и руководителем отдела выпуска телевидения. Да. Просто не все слушатели и зрители знают, потому что вы человек, который работает за кадром. Да. И я именно, когда говорила вы, я говорила о том, что вы в НВК собрали вот такую команду волонтеров, которые, наверное, уже много лет и каждый день плетут сети. Да. У нас тоже есть специальное, да, помещения, которые оборудованы под это. И вы как раз-таки это все и с вашей легкой руки. Да, вот я начала говорить о том, что с 2023 года мы организовали с помощью Светланы и Галины здесь филиал добровольцев, и нынче у нас уже работают 3 стойки. Это на 3-м этаже информационная программа Якутия-24, и на 4-м это дирекция эфирного вещания. Вот на кадрах вы можете увидеть наших работников, которые вот в обеденное время, после рабочего времени занимаются плетением сетей. И вот сегодня, буквально вчера мы закончили 207-ю сетку. Да? Это в общей сложности, это на самом-то деле не очень много, вот, допустим, если сравнить с другими организациями, но я благодарю Олега Олеговича Маркова, нашего руководителя, который очень активно поддерживает наш филиал. Мы собираем гуманитарку, отправляли нашим коллегам, вот Алексею Семенову,
К сожалению, его сейчас нет в живых, нашему Диме Дичковскому, который работал звукорежиссером, а Алёша был очень хорошим ведущим наших передач, новостей, день за днем, кюн, да, вот Алёшу мы знали очень хорошо, Диму тоже очень хорошо знали, оба очень хорошо пели. Вот Дима писал песни, музыки, ну вот для таких парней, как они, мы плетем эти сети, отправляем наши гуманитарки, и всех многих, которые бы хотели примкнуть, но каким-то образом еще не начали этим заниматься, пожалуйста, подходите на Короленко 6, там вас встретят, там всему обучат, ну, вот так. Ну и могут обращаться же и просто к волонтерам, если вот, допустим, кто-то вас знает, да, напрямую, да, и куда-то подойти и помочь плести сети или какой-то Я считаю, например, что вот одна сплетенная сеть, она как бы спасает жизнь одного человека. Как минимум. Тем более Поэтому, мы занимаемся, мне кажется, должны вот очень сейчас плетем ответственно. сети, получается, мы закрываем, маскируем технику, это самое основное, это техника, блиндажи, также нам, допустим, снайперы, да, там где-то вот, это все там индивидуально, то есть рыболовную сеть мы делаем, а есть, допустим, другая сеть, которую мы закрываем технику, то есть там технология немножко разная. И у нас Галина Владимировна Васильева, она у нас координатор, то есть она вот ее как раз она занимается, что она обучала людей там, да, то есть у меня другими там задачи, каждый занимается своим делом, понимаете, у меня там своя функция, Галина, да, вот когда мы начали 23-го года, она прям взяла отпуск, причем эта женщина главный геолог республики, да, в Якутгеологии работает главным специалистом, и все равно нашла время, она взяла отпуск, и на 2 месяца вот мы обучались, благодаря ей как бы у нас тоже столько очень много филиалов образовалось. Мне очень нравится, что сегодня мы называем имена и фамилии тех людей, которые вот так вот с таким рвением, да, не жалея ни времени, ни сил, ни себя самих, вот так вот помогают, и назвали имена бойцов. Да. Для которых... Знаете, вот самое вот такое страшное, да, когда вот ты вот на этой войне привыкаешь к бойцам, да, ты с ними начинаешь дружить, они у тебя как вот уже, как твои вот близкие, и когда вот, к сожалению, они погибают, это вот очень страшно, и вот такая вот боль. И когда вот была на опорнике, вот у меня, к сожалению, были такие посылки, вот посылки стоят, а бойцов нет. Вот это самое страшное. Вот вы сейчас говорите, я думаю, что вот, ну, не все же люди, да, идут добровольцы, не все волонтеры идут в этой теме, что, может быть, вот это одна из причин, страх вот этой боли, потому что ты уже будешь настолько близко к этой теме, и вот страх того, что ты но хуже, если не столкнешься помогать, со смертью. понимаете? Да, или отстраняться. Отстраняться, конечно, это не та ситуация. Тыл, он нужен. Тыл, он очень важен в наши дни, да. Вот моя бабушка Елизавета Егоровна Кириллина, она уроженка села Вилючан-Сунтарского, далекого Сунтарского улуса, и она рассказывала в детстве, когда мы были маленькие, как они помогали во время Великой Отечественной войны, как они вот ну, вот ночь, говорит, луна, нет электричества, темно, но при этом время есть только ночь шить, да, и они очень много отправляли на войну. И вот это все пример в наше время. Надо всем помогать. Тыл очень важен. Про то, что вот тыл важен, расскажи, Света, как там те бойцы, ну, смотрите, за кем стоят. да, вот смотрите, мы были на полигоне. Я не буду говорить, как название полигона, где он находится. Мы приехали на полигон, и стоят, и, значит, приехали с Арчина. Она, ребята позвонили, пригласили ее, чтобы она провела, да, Алгыс, провела обряд, извините, перед боем. И вы знаете, вот когда мужчина, вот воин стоит, да, и за ним стоит супруга, мать, родственники, и вот коллектив, республика, он стоит прямо, он стоит более уверенно, он прям вот чувствует, что за ним тыл. Видно, да. И когда, допустим, что-то вот, ну, не так все хорошо в семье или там как-то нет какого-то
поддержки, совсем вот они стоят более неуверенные. И когда вот, допустим, Марчина приехала, поговорила с ним там на своем на родном языке, подарила она им личные ножи якутские, да, и вот они прям вот духом воспряли. Так Мы что сейчас, извините, что перебиваю, прервемся буквально на короткие 4 минуты и снова вернемся в студию и будем говорить о защитниках Отечества. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня в нашей студии волонтеры объединения, добровольцы, руководитель объединения Светлана Архипченко, волонтер Анна Лобанова, волонтер Елизавета Егорова и волонтер Евгения Сметанина. Евгения Николаевна, вы также главный специалист социального фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. А Елизавета Эдуардовна, она еще является руководителем отдела выпуска нашего телевидения, национальной вещательной компании. Мы в первом блоке говорили о том, насколько важна работа тыла, насколько важна поддержка людей для тех, кто сейчас находится в горячих точках. И вы рассказали такие интересные истории за кадром. Я попрошу вас еще их продублировать в эфире. Пожалуйста, расскажите, Евгения Николаевна, ту историю, когда поддержка для бойца была в том, что он услышал якутскую речь. Да, это вот я просто слышала, вот когда в штаб приходила к вам на Короленко 6, там рассказывала вот одна женщина, когда Поближе она ездила волонтером, там была в госпитале, приехала, сама она как бы по-якутски разговаривает, а там к ней, говорят, подошел именно мальчик русский с города Нерюнгри. Он подошел и попросил ее, чтобы она поговорила именно с ним по-якутски. Она, и у нее-то спросили, ты же все равно не понимаешь. Он говорит, нет, я хочу, говорит, именно родную речь послушать. Что видите, вот республика, то, что республика Саха-Якутия, именно это для него именно дом, тыл, родина, да, поэтому знакомая речь, да. Именно знакомую речь он именно хотел послушать. Светлана, вот вы тоже интересный случай рассказали, и вы как раз сказали, что как важно, что за бойцом стоит его семья, те, кто в него верит, его коллектив, и тогда ему очень устойчиво. Ему более лучше как-то. Когда есть поддержка, вот, допустим, мне позвонили ребята, говорят, я, говорит, раненый там, в госпиталь, да, в госпитале у нас тоже есть представители от республики. На самом деле, я хотела бы поблагодарить нашего главу республики и нашу вообще республику, которая взяла в себя ответственность, вот, опорный пункт организовали, потому что каждое движение, каждая организация, крупная организация, также какие-то политические партии, же у нас их много, они вносят вклад, какую-то лепту вот в опорный пункт. Вот, а другие, вот мы ездили в командировки, оказывается, что нет такого. Даже нам с других регионов обращаются, пожалуйста, вы можете доставить посылки для наших бойцов? Оказывается, такого нет. Только у нас вот в республике вот взяли на себя ответственность, там и транспорт, и вот это доставить, это очень тяжело, очень. Я просто не могу сказать, какую сумму, чтобы с Новоазовска до Белгорода доставить эти посылки. Это же бензин, мы каждые 100 километров там оплачивали платные вот эти дороги вот и так далее. То есть республика на себя взяла, тем более и также занимаются еще розыском, ведут ребят, которые раненые, там оформляют документы вот в Ростове, и также они поддерживают нас, ребят. Ребята приезжают, там выдают госпитальные наборы. И смотрите, там у нас, значит, Бахилина есть, Марина Константиновна, она работает с госпиталем. Госпиталь тот, который вот ребят привозят после ранения, да, на первичные. Вот, да, там нужна также одежда. Вот я сработала с девочками с Ларисы Смирнова и с Нерингри. Вот дали клич, и вот они собрали полностью все вот со всех своих районов гуманитарку для госпиталя. Это нужны подушки, одеяла, теплые вещи свободного покроя. То есть как-то, в любом случае поддержка нужна. И поддерживают, вы говорите, еще надписи на посылках, да, то, что обереги отправляют часть, что-то такое домашнее, да, что как-то боец вспомнит, да, о том, что его ждут, и у нас о доме. Вот тоже женщина принесла обереги, принесла очень красивые игрушки, чебурашки, Шепелева Елена. Также она пожертвовала новую госпитальную
коляску. Понимаете, это тоже вот как бы вот люди как-то откликаются, понимают, что нужно обязательно поддерживать ребят. И то, что есть даже те, кто едут, чтобы просто поговорить с бойцами, даже такие есть волонтеры. Но волонтеры, понимаете, вот чтобы приехать мне туда, то нужно получить разрешение. Вот так вот просто в госпиталь не пустят. Там есть определенные, вот нужно пройти там проверку и так далее. Так вот тут просто так вот не пойдешь туда, не в госпиталь. Чтобы примкнуть к добровольцам, возможно, сейчас кто-то нас смотрит, и кто-то захочет внести какую-то лепту. Можно прийти на Короленко 6, можно найти вас в соцсетях, да. Можно прийти еще на концерт, благотворительный концерт 27 февраля в 18:30 в Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. И концерт начнется в 18:30. Да, благотворительный концерт третий, который организован силами самих волонтеров, добровольцев. И сами вы будете выступать на сцене снова, как в первом концерте. И, конечно же, все, кто нас сегодня слышит и смотрит, всех приглашаем на этот концерт. Цена билета 2000. Эти деньги пойдут на гуманитарную помощь для бойцов СВО. Я, когда знакомилась с афишей, я увидела, что там принимают участие и танцевальные ансамбли, и солируют. И расскажите, пожалуйста, о том, насколько сейчас успешно идет работа к подготовке концерта. Может быть, расскажете о каких-то номерах или об участниках? Ну, с концертной программой занимается Елизавета Эдуардовна. Ну, это, получается, у нас третий концерт. Первый раз, когда мы наметили первый концерт, были сомнения, потому что таких концертов у нас в республике, в городе Якутске очень много благотворительных концертов, да. Но потом мы подумали, что пускай будет отличием то, что в этом концерте будут принимать участие только волонтеры. Те, которые вот своими руками плетут сети, кто собирает гуманитарку. И когда мы бросили клич, отозвались очень многие. Вот сейчас вы видите кадры первого концерта. И да, у нас было 25 номеров. И участвовали большинство наших волонтеров из Тополиного, из села Дыгдал Уселданского, Момский улус, Мырыла Чурапчинского улуса. Это специально из улусов едут, чтобы участвовать с учетом наших цен, да, все, вот вы видите всех наших участников, и очень активно принимают участие организации города Якутска. Вот специально готовятся для этого концерта. И вот 27-го мы намечаем третий наш концерт. И тоже очень хорошие номера. Мы всех вас ждем, пожалуйста, 27 февраля приходите в ДК Кулаковского. У нас будет более 20 номеров. Это танцы народов мира. Это, как всегда, СФР очень активно участвует. Марина Герман готовит новую, очень интересную, хорошую песню. Будут очень много танцев, песен. Пожалуйста, приходите. Это у нас третий концерт в Якутске, а также у нас концерт прошел еще в Чурапче. Да, они так подготовились, такие очень тоже красивые у них номера, они всегда тоже активно участвуют в наших благотворительных концертах. И в декабре прошел у нас благотворительный концерт с участием школы искусств, и все денежные средства пошли у нас на реабилитацию. И вот сейчас мы как раз все это закупили, вот где-то в декабре будет уже доставка, мы потом тоже отчитаемся и снимем видеоматериал. На сцену будут выходить люди, которые не артисты, которые просто готовят специально номера. Да. То есть все это же творческие. Еще, это еще же нужно какое-то свое волнение, как-то с ним договориться. Из тех, кто сегодня присутствует в студии, есть ли артисты, которые выйдут 27-го? Анна, Нет, но она не выйдет, но она всегда участвует. Нет, мы все выходим в гимне нашем. У нас гимн. И у нас, вот мы говорили, что у нас очень сплоченный коллектив образовался, и у нас свой логотип, свой гимн. И гимн мы, днем рождения нашего гимна мы считаем 11 января 2025 года. Это гимн, извините, перебиваю, который звучал по радио. Мы слушали до эфира. Да, как раз перед эфиром. И в интернете мы нашли, вот Ирина Спиридонова, наша волонтер, нашла песню алтайского мелодиста, слова его автора, вот Сергея Запечнюка.
И второй волонтер Анастасия нашла его в просторах интернета. Да, Мы да, нашли они Сергея Запечнюк и с ним связались, и он очень взяли, да, у обрадовался. него разрешение официально, он разрешил нам. Он разрешил, и он сказал, что вы будете первыми, кто будет исполнять живьем эту мою песню, потому что первое исполнение было исполнил искусственный интеллект, да? Поэтому вот этот гимн является до сих пор нашим гимном, и на этот гимн мы выйдем все. Ирина Спиридонова — это телевизионный, Да, телевизионная служба техническая, да? Да, вот она нашла вот этого автора. Наш волонтер. Да, наш волонтер. Ирину очень хорошо знаю, мы же вместе работали Да. вот на радио, потом уже на телевидение она ушла. Хочу Ирине пожелать здоровья крепкого и поблагодарить за то, что вот так вы все вместе, вас всех, это вот получается же и ваш праздник. Будет 23 февраля. Я также хотела поблагодарить всех женщин, которые принимали участие в сборе гуманитарной помощи и подарков к Новым годам ребят. Мне очень помогли Союз женских организаций во главе Анжелики Егоровны Андреевой. Все наши женщины, с которыми мы ездили на форум, да, женский. Значит, все школы, детские сады, перед Новым годом, когда я везла выпечку, то есть сладкие пироги, булки, пирожки, все это все доставили мы на передовую, ребятам приезжали, в основном я все передала штурмовые группы, ребята были очень рады, у нас там тоже есть отчетный материал, и также хотела бы поблагодарить Зырянку, волонтерское движение «Золотая осень». Вот женщины собрали, коллектив ветеранов, собрали денежные средства, перечислили. К сожалению, их земляк не вышел на связь, он был на боевом задании. И я ребятам купила штурмовые группы лекарства. Также нам МВД помогли тоже ветераны. И я на эти денежные средства купила лекарства нашим ребятам. Вы еще там остались, потому что 2 месяца, то, что вы провели, да, вот в этой командировке, это, конечно... Нет, ничего страшного, на самом деле, но бывают какие-то накладки, там задержались машины. Не то, что они задержались, у нас было очень много посылок, очень много волонтерских движений. Хочу поблагодарить Мирный, Нерюнгри, это просто Алдан, очень много, да, посылок. Максагалох, я видела очень много посылок, Вилюйске, даже Татинских, я же, там же были главы районов, да, вот при мне приезжал глава Татинский район, потом также Хангаласский район, Мирнинский район, то есть это, я видела работу, как работают они, то есть они там, нет никаких, что вот я глава, я вот корона. Нет, я там. именно, что вы энергетически еще там остались, что вы... Нет, ну осталась я, да, потому что в основном в приоритете было, чтобы привести холод, и раздавали это все, потом посылки пришли, то есть весь, да, вот еще хотела тоже поблагодарить одного волонтера Нюргун, который вот волонтеров Павлов, он пожарил такие вкусные караси, мы ребятам передали прям такие большие контейнера, вот контейнера привозят, мы все это раздали. Как бы очень хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали в этом участие. Это очень все районы. Понимаете, вот нет такого, что какой-то район не помогает. И это, кстати, вот очень много. Вот смотрю, там сейчас Чурапчинские поехали, да, тоже глава района скоро будет. И вот каждый район помогает своим землякам, и это очень вот нас, вот, да, вот городских волонтеров, нам это облегчает труд. Мы уже как-то там знаем, что Усть-Алдан своим поможет, Чурапча своим помогает, там, боюсь, там сейчас никому не назову, там обидятся. То есть я прям видела вот работу вот всех волонтерских движений, там какие посылки, как. Тоже у нас там есть какие-то минусы там вот при оформлении, да, я посмотрела, как работает Мирный, как работает Нерюнгри, там у них просто фурами. Вот они очень много помогают. Алданский тоже очень хорошо работает. Ну и если кто-то еще не присоединился к вашему движению, присоединяйтесь, и возможность на концерте это будет сделать, потому что на концерт придут и в зрительный зал волонтеры, добровольцы, да, то есть можно будет познакомиться со всеми. Анна, мы вас прервали и не дали вам сказать про ваше выступление, про вашу лепту. Хочется сказать дорогим зрителям, пожалуйста, покупайте билеты на наши концерты. Наши концерты тем и интересны, что там не профессионалы. И
Ну, каждый купленный билет — это еще одна маскировочная сеть, это еще одна спасенная жизнь. Так что призываю всех присоединиться на нашем концерте и купить билеты, пожалуйста, посетите. А билеты можно купить и в кассе Да. ДК Кулаковского, Дома дружбы народов, Дома дружбы и народов, можно ага. как-то, На наверное, сайте. на сайте, да, онлайн Да. приобрести. Да. У нас остается 3 минуты до конца нашего эфира. Возможно, кто-то что-то не сказал, хочет еще дополнить. Можно еще? Конечно. Я хочу тоже поблагодарить женщин, да, которые, вот я хочу поблагодарить Кобяйский улус, которые передали гуманитарку для Светланы Диадоровны. Она мне все передала, мы также все передали в штурмовые группы и в госпитале. Также мне еще передали Алёкминские очень много прям посылок, они тоже у нас активные такие. И еще я хочу передать поселок Урицкий, да, по-моему, в Алёкминском районе. Они очень много передали прям от души. Были теплые вещи, батарейки, там гигиены очень много. То есть вот все-таки поддержка и вот такая вот нужна ребятам. Обязательно принимайте, пожалуйста, вот в этом участие. И помимо того, что вот мы сети отправляем, мы же помогаем эвакуационным группам. Это ребята, которые с поля боя вывозят наших раненых бойцов. То есть мы вот привезли для ППЛА, вот что, какую гуманитарную помощь мы привезли, собрали. Мы привезли много 3D-принтеров. Да, расходных материалов для БПЛА, для эвакуационных групп. Это эвакуационные тележки, моноколеса. Тактическая медицина. Тактическая медицина, она отличается от другой медицины там, да, значит, и Россельхознадзор, нам женщины тоже наш филиал, они собрали теплые вещи, мы купили горячие стельки, термобелье. Ну вот, как говорится, все по сезону. Может, на сегодня что-то конкретно нужно еще, и вы можете об этом сказать? Может, кто-то сможет помочь из тех, кто нас Да, слушает? пожалуйста, мы приходите, мы ждем на Короленко 6, принимаем гуманитарную помощь. Может, конкретно назвать, что нужно, или просто... У меня прям список есть, да, Ага. там это все тоже по сезонам, Мгм. тоже все по сезонам. Так что звоните, мой телефон 748 800, он короткий, пожалуйста, в любое время. Так суток. так вас же могут в любое время тревожить. Ну, личному или часов до уже 10 доступно. спокойно, да, потому что я работаю, во-первых, ребята мне как бы там обращаются, мы отрабатываем какие-то заявки. Также я с поставщиками работаю. То У есть нас я там, Светлана да. круглосуточно на Доступно. связи. Да. Как вы сами 23 февраля проведете этот день? Вот Кого? выходной день. Выходной день, кого обязательно поздравите? Наших военнослужащих будем поздравлять, Конечно, которые наших даже ребят. здесь находятся в данный момент в отпуске. Мы их поздравим через передачу, которая пойдет по НВК, и это все зальется в интернет-вещании. Через нашу передачу их поздравим. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям нашим слушателям и зрителям. Я хочу напомнить, что 27 числа, 27 февраля, пожалуйста, приходите в Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. В 18 часов 30 минут начнется благотворительный 3-й концерт, который организован силами волонтеров, добровольцев. И на сцене выступят именно они. И в зрительном зале их тоже будет очень много. Это возможность познакомиться и примкнуть к этому движению и стать частью победы, которую мы все очень ждем. Я благодарю вас с наступающим праздником, всех защитников Отечества и тех, кто работает в тылу.